Всем привет! Очередное утро на рыбалке. Вчера рыбачил на доночную снасть, как бы типа фидер. Сегодня у меня совсем другая удочка. Заодно я еще взял с поплавком вот такую удочку. Вот, сейчас я покажу, какая снасть. И поймал уже, ребят, я две плотвы, не такие крупные, но все равно рыба. И знаете, я не думал, что я не сразу включил камеру. Думаю, я сперва поймаю рыбу, потом уже включу. Может и вообще поклевок не будет. А есть, поклевки есть. Вот. А снасть у меня сегодня, знаете, какая? Вот. Такая грузила скользящая ходит. И один крючок. 4-метровая удочка. Ну и в конце поплавок. Сейчас я буду рыбачить и показывать. Чуть выше я закинул самодельную прикормку из литровой бутылки. Я тоже чуть позже покажу. Обычная прикормка там стоит. Вот. Ну, вчерашняя тоже прикормка. Отруб и хлеб еще добавил. Вот. Давайте попробуем еще поймать. Думаю, еще поймаем. Вчера 13 штук поймали, сегодня пока 2. Но рыбалка только началась. Сегодня на улице чуть-чуть облачно. И уже сутки прошло, уже комары летают. Комары просыпаются у нас. Вот так закидываешь. И все. Возле берега. Конечно, возле берега рыба не такая крупная, как в середине реки, но все равно. Посидеть там, десяток поймать, и то получаешь от этого удовольствие. Можно на рогатину так уставить. Вон он. Тоже. А, это елец. Не крупный, но елец. Вчерашнюю рыбу пожарили вчера, очень вкусно. Очень вкусно. Свежевыловленная рыба. Сразу же поклевка. Вон она. Это, конечно, чуть-чуть меньше. Сорвался сразу. Ушел. На эту снасть, ребят, как вы видели, легче подчекать. На фидер труднее. Может, специально удочка нужна. Такая вот. Такие ультра, там еще какая-то. Более чувствительный, что ли. Не знаю. Может, опыта у меня нету такого. А это дедовская снасть. Проверенная уже годами. Фидер — это новая снасть такая вот, с кормушкой. А это доночная снасть. Уже проверен вот такой пучок. Ну, тут свинец. Леска. Грубая леска, конечно, тоже. 0,2, наверное, или 0,3. Вот тут тоже ограничитель грузила. Вот тут так ходит грузила. Елец. Сейчас плотва попался. Стандарт сегодня. Еще на поплавок попробую. Катушка древняя, советская еще, советских времен.
попробуем. Первый заброс. Ой, течение тут, конечно. Еле не берет. Не берет, ребят. Хотя опарыш крючок по дну идет. Бесполезно. Блин, бьет так сильно. Хотя рыбина небольшая, отпускаем. Плотва была не крупная. Сразу же от поклевки идут. Вон он. Тот же размер. Не крупный какой-то. Ладно, кошку возьмем. С ним. Елец. Елец, ребят, попался. Тоже возле берега, не крупная рыба. Фидером, конечно, мне неудобно рыбачить. Но или же с такой удочкой надо на лодке выйти на середину реки и с лодки уже рыбачить. Опять поклевка. Сразу же поклевки идут. А вдоль берега рыба мелкая идет. Ну, ночью, может, крупная тоже подходит к берегу. А сейчас солнце вышло уже. Но клюет хорошо, в принципе. Можно сидеть там. Опять. Сразу поклевка за поклевкой. Елец попался. Такая литровая бутылка с отверстиями. Там хлеб, а остальная прикормка. Удобно вот так сделано. Там груз еще. Ну и чтобы она круглая, чтобы не уплыла, я немножко проволокой так прижал. Ну, чтобы на дне он так лежал. Прикормку так. У меня этот раствор, конечно, получился быстро вымывает.
еще, чтобы больше груза было. Туда землю еще. Все. Вот. И все дела. Дешево и сердито. Короче, ушла рыба. Короче, пока возился с прикормкой, тут у меня на крючке уже рыба сидела. Но она уплыла, я стал гнаться за ним. Не такой крупный был. Вообще мелочь пошла. Тоже отпускаем. Вообще мелкие пошли что-то. О, Пескар Петрович. Ребят, я уже не помню, когда последний раз пескаря видел. Вон он. Это настоящий пескарь, который в нашей реке очень много было. Их миллионы штук было. А сейчас, блин, хоть красную книгу его. Вон он, красавчик. Бывают крупные они. Смотрите, какая спина. Она очень мясистая рыба. Любит щука. На живца он, блин, самый хороший вариант. Скажем, на живца вместо плотвы щука обожает просто пескаря. Я когда очень часто рыбачил на щуку и донки закидывал именно вот на этого пескаря, блин. На ерша, на пескаря. Хоть в руках подержать. Я его брать не стану, я его отпущу. Я уже не помню даже запаха этой рыбы. Вон он, Пескар Петрович. Я так его называю. Отпускаем. Это, блин, вон он, пусть плывет. Плыла. Попался. Наконец-то хоть первая рыба более-менее. А он, оказывается, на крючке тоже он сидел. Хорошо взял. Вон он. Ну, тоже нормальный. Подошла нормальная рыба. Второй. Ух, как проглотила он. Чего себе. Не такой, как другие. Мелочь. Блин, не ожидал. Он проглотил. Как проглотил крючок. И уже сидел.
Просто вот поднял и попался он такой живец. Но ничего, чем меньше рыба, вкуснее. Опять плотва. Тот же размер. Не крупный. Смешной размер, блин. Сразу тоже сорвался он. Такой. Так, ребят, смотрите, сколько рыб я уже поймал. Так, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, примерно 15 штук. Вчера 13, сегодня 15. Ну, поклевка вон не перестает. Смотрите как. О, видели как. Непрерывно так клюет. Вот опарыша уже ничего не осталось. Ну, рыбачу, как и вчера, на том же месте, на острове. Если честно, мне надоело. И солнце уже высоко поднялось, и это что тут, камень или что тут такое? Камушек. У нас камней вообще практически нету. Редкость. Вот. И солнце вышло и ослеплять начало прям. Ну, тяжело смотреть на воду. Вот смотрите, отражение от солнца. И сверху, и снизу. Очень тяжело смотреть на хлыстик удочки. Вот. Ну, может быть, даже и не в солнце дело, а во мне. Просто мне надоело уже. Я, наверное, уже буду собираться и пойду обратно домой. Вот там село, я на острове. Там уже мелководье начинается. Здесь река высохнет. От силы вот здесь глубина более-менее тут, ну, летом примерно метр от силы глубина. Там еще мельче становится река. На повороте там высохнет, потом выше поворота на моторке вообще невозможно ездить. Такие дела, ребят. Да, наверное, соберусь я. Хватит на сегодня, в принципе. Свежая рыба, на жарко я поймал. Много не надо, честно говорю вам. Много не надо. Если вот, скажем, захочется рыбы, я просто приду в любое время суток. По рыбаче посижу. Хоть 3 штуки поймаю, хоть десяток. Хоть пол ведра. Но лучше почаще, чем оптом брать. Оптом, конечно, можно тоже, но свежая рыба не сравнить. Скажем, ты когда хранишь в холодильнике, в морозильнике рыбу, или же ты поймал, сразу пожарил. Есть разница, большая разница. Так что я не стремлюсь так много ловить. Вот. Конечно, если попадались, я бы и ведро наполнил, я бы порыбачил вдоволь. Но когда вот клюет и не попадается, ну, смотрите, вот, если взять, вот у нас окраина берега, и до поплавка, ну, от силы 1,5 метра, наверное, 1,5 метра. Вдоль берега у меня крючок и стоит. А основная рыба, конечно же, хотя бы 4 метра от берега, или 5 метров. Там, уверен, там крупные ельцы. Сейчас елец поднимается в ручьи по нашей реке. И уверен, там хорошая рыба идет. Может даже хариус там. В той стороне там большое течение, очень большое. Каменистое дно. И там всегда хариус есть. Все лето можно там поймать пару штук.
Вот. Ну, сейчас еще прикину, сколько там. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Да, не ошибся, 15 рыб поймал. Хватит. Все, собираюсь. Ну вот, ребят, я уже перешел. Вот тот самый остров. Там рыбаки собираются. Загружают. Но они просто, наверное, будут переходить речку. И на машине поедут на рыбалку. Это вроде как резиновая лодка у них. Загружают. Там тоже рыбак сидит. Только что вроде как пришел. Это сосед наш. Ну, уже прилично так несколько дней уже рыбачит. Заядлый рыбак, очень заядлый. Раньше никто с ним не смог бы ну как сказать, не могу сказать. О, поймал рыбину. Или нет? Просто перекинул. Ну, мало кто мог сравняться с ним. Просто у него очень большое терпение. И большое терпение и опыт рыбалки есть. Лодку чуть выше оставил. Раньше там стояла, надо воду отметить. Ну и у меня, ребят, также была пробная рыбалка. 2 дня я рыбачил. Ну, 2 утра по пару часов так. Немножко поймал. Дальше у меня, наверное, будет поход на вторую избу. А рыбалка будет, но чуть позже. Как вода полностью возьмет летний уровень. И уже рыбалка на первой избе будет, и может где-то вот здесь недалеко. На машине не съездить. Вот такие планы. А на сегодня буду заканчивать. Всем большое спасибо за ваши просмотры, за вашу поддержку, комментариями, и лайками, дизлайками. В общем, до новых встреч и ждите новые фильмы, походы, рыбалки. Все впереди, все будет. Пока.